Сегодня у нас тема рак молочной железы. Рак груди является одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Изредка он встречается и у мужчин, который составляет менее 1% от общего числа заболеваний. В структуре онкологических заболеваний женщин он занимает первое место, составляя 19% в Российской Федерации, причем постоянно рак молочной железы растет. Сегодня такую болезнь, как рак молочной железы, при своевременном обнаружении и правильной стратегии лечения удается вылечить у 98% женщин. Успех лечения полностью зависит от той стадии, на которой заболевание было диагностировано. Каждый год от этого заболевания умирает приблизительно 15 тысяч женщин. Больше, чем от любого другого рака. Это самая распространенная единичная причина смерти среди всех женщин в возрасте от 35 до 54 лет. Такая высокая смертность связана, конечно же, в первую очередь с поздним обращением женщин к врачу. В результате более трети заболевших женщин не имеет постановки диагноза или имеют уже достаточно серьезную стадию заболевания, так как рак груди очень быстро дает метастазирование, то есть дает отдаленные метастазы. Молочная железа – это железистые гормонозависимые органы молочной железы, парные, входящие в репродуктивную систему женщины, которые развиваются и начинают функционировать под влиянием целого комплекса гормонов. Что же является фактором риска для развития этого заболевания? Первое, принято считать, это воспалительные заболевания яичников и матки. Второе, ожирение. Также туда относится гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания печени и гипотиреоз. Также мастопатия или рак груди у кровных родственников и курение. Какие же бывают формы? Основные патогенетические формы рака молочной железы. Первое – это гипотиреоидная форма. Это по-другому, если сказать по-другому, это рак молодых. Он встречается довольно-таки не так часто, примерно 4,5% от всех раков молочных желез. Но бывает он в очень молодом возрасте, встречается от 15 до 32 лет. У таких женщин молодых часто бывает гипотиреоз, раннее ожирение. Вот девочки с избыточным весом тоже подвержены, тоже относятся к группе риска. Те девочки, у которых месячные начинаются до 12 лет, то есть раннее начало менструальной функции. Вот. Прогноз у такого рака неблагоприятный, так как он течет очень стремительно и быстро дает отдаленные метастазы. Также встречается яичниковая форма рака. Он бывает у 44% женщин. Прогноз также неблагоприятный, так как он быстро дает лимфогенные метастазы. Следующая форма рака – это гипертензионно-надпочечниковая форма. Я говорю по-медицински, встречается у 40% женщин и возрастная категория 45-64 года. Такие женщины также страдают ожирением, повышением уровня возрастного холестерина, кортизола, также и те, которые имеют гипертоническую болезнь. И сахарный диабет, в частности, у таких женщин встречается. Прогноз также неблагоприятный, так как тоже дает метастазы быстро. Следующая форма, более такая благоприятная, которая встречается в глубокой менопаузе, называется старческая или гипофизарная форма рака. Встречается у 8% женщин. То есть у бабушек, у стареньких бабушек может также встречаться вот этот рак.
Прогноз он благоприятный сравнительно по сравнению, чем у рака груди молодых женщин, так как он протекает медленно и метастазы дает также редко. Также рак груди может встречаться и на фоне беременности и лактации, то есть в том периоде, когда женщина кормит грудью. Этот рак также очень неблагоприятный, так как он тоже дает быстрые метастазы, так как в организме у кормящих и беременных женщин высокий уровень пролактина, женского полового гормона, и гормона роста. Клинические формы рака. Первое – это узловатая форма. Второе – это узловатая диффузная инфильтративная форма. Третье – это рак в протоке. И четвертое – так называемый рак Педжета. Чаще встречается узловатая форма, он встречается до 80%. На ранних стадиях опухоль обычно не причиняет неприятных субъективных ощущений. Единственной жалобой у женщин, как правило, является наличие плотного, безболезненного опухолевидного образования или участка уплотнения в том или ином отделе железы, чаще всего в верхненаружном квадранте. Такие женщины не предъявляют жалоб. Некоторые обнаруживают такие узловатые образования на молочных железах. Женщины, конечно, те, которые обеспокоены своим здоровьем, сразу обращаются к врачу. Что более благоприятно влияет на дальнейший ход лечения. При обследовании оценивается 4 категории признаков. Это состояние кожи молочных желез, состояние соска и околососкового кружка, то есть ореолы, то есть это пигментированный участок вокруг соска. Оцениваются также особенности строения региональных лимфатических узлов и особенности уплотнения, которые пальпируются доктором. Доктор при осмотре определяет симметричность расположения и формы молочных желез, состояние кожаных покровов, соска и околососкового кружка. Даже при небольших опухолях, это считается до 2 см, можно определить симптом морщинистости, то есть кожа над вот этим образованием опухолевидным становится морщинистой, так как укорачиваются связки. Там в молочной железе есть связки, которые называются куперовские связки. Они укорачиваются, и кожа становится морщинистой. Если же рак располагается центрально, то даже при незначительных размерах опухоли можно заметить втяжение соска и отклонение его в сторону. Поэтому, когда женщина стоит перед зеркалом, мы учим самообследованию молочных желез на приеме, и женщина это может, та женщина, которая болеет этим заболеванием, при осмотре на себя в зеркалах может обнаружить втяжение соска и отклонение его в сторону. Если такое проявление она замечает, это, конечно, повод для обращения за медицинской помощью. При пальпации молочных желез можно определить минимальный даже рак, это около 1 см опухоль. Все зависит от его локализации. Узел при пальпации чаще безболезненный, без четких контуров, плотной консистенции, ограниченно подвижный вместе с окружающей железистой тканью. Также при осмотре можно обнаружить отек и инфильтрации кожи. Это симптом лимонной корки, как мы называем. Различного рода деформации ткани железы. Заметный на глаз втяжение кожи над опухолью. Отечность ореолы, то есть околососкового кружка, и уплощение соска. Прорастание и изъязвление кожи, втяжение, фиксация соска. Отмечается также при осмотре, могут отмечаться признаки метастатического поражения региональных лимфатических узлов, наличие одиночных, плотных, увеличенных, безболезненных узлов или в виде конгломерата. Если у женщины появляются уже метастазы, уже присоединяются симптомы опухолевой интоксикации. Это слабость, головокружение, потеря аппетита,
Появляются симптомы поражения других органов. Это кашель, одышка, боли в брюшной полости, костях, что требует уже уточнения диагностики с целью установления стадии заболевания. Следующая форма рака – это диффузные формы рака молочной железы. Симптомами этой формы является отек ткани и отек кожи. Ткань железы оттекает, ткань железы молочной оттекает, кожа оттекает. Кожаная гиперемия появляется и гипертермия молочной железы, то есть молочная железа становится горячей на ощупь. Диагностика этого заболевания основывается на осмотре молочных желез, их пальпации и УЗИ, маммографии, пункции узловатых образований и подозрительных участков на молочной железе и цитологическом исследовании полученного пунктата при пункции. При относительно больших раковых опухолях можно обнаружить следующие симптомы. Это втяжение кожи над опухолью, это симптом морщинистости, я вам рассказывала, когда над опухолью кожа становится морщинистой. Симптом лимонной корки за счет внутрикожного лимфостаза, лимонная корка как будто появляется. Гиперемия кожи над опухолью, утолщение складки околососкового кружка. И также, если при прижатии молочной железы ладонью плашмя опухоль не исчезает, это тоже подозрение на злокачественное образование. Сейчас самый нам достоверный, поставить диагноз достоверно очень помогает маммографическое исследование. В последние годы маммографическое исследование является обязательным при диспансеризации. После 50 лет женщина маммографию должна проходить раз в год. От 45, вообще считается последние годы даже 45 лет. От 40 до 45 один раз в 2 года женщина должна проходить маммографию. С чем же мы диагностируем, дифференциальную диагностику проводим рака? Значит, рак можно дифференцируем с фиброаденомой. Фиброаденома – это тоже доброкачественное образование, но при фиброаденоме это довольно распространенная доброкачественная опухоль у молодых женщин, у нерожавших в возрасте до 30 лет. Чаще встречается у девушек 18-19 лет. При фиброаденоме в большинстве случаев этот узел имеет единичный, он бывает обычно единичный узел при пальпации. Он также безболезненный, он не спаян с окружающей тканью и подвижный, капсулированный. Вот а при раке он как бы без четких форм узел бывает. Также бывает безболезненный этот узел и бывает множественный. Второе заболевание – это узловатая кистозно-фиброзная мастопатия. Это менее частое заболевание. Так же, как и фиброаденома, узловая мастопатия представляет собой очаговое образование, которое наиболее часто встречается уже в возрасте от 40 до 50 лет. Узел при пальпации напоминает также раковый. Симптомы – это боли в железе перед менструацией, пальпирующийся плохо подвижный болезненный плотный узел без четких границ. Окончательный диагноз устанавливается при пункции и хирургической биопсии. Также рак надо диагностировать с кистой молочной железы. Киста молочной железы пальпируется при осмотре как единичный узел у женщин любого возраста. Следующее заболевание, с которым мы диагностируем рак, это мастит. Я уже говорила ранее. Чаще развивается он после родов. Появляется при мастите боли в железе, температура высокая обычно бывает, до 39, даже до 40 иногда бывает при маститах. Образование болевого воспалительного инфильтрата с покраснением кожи над этим инфильтратом.
И также рак еще мы диагностируем с туберкулезом. Также бывает и туберкулез молочной железы. Это язвенный инфильтрат, он встречается крайне редко. При туберкулезе появляется язвенный инфильтрат молочной железы у женщин с туберкулезным анамнезом. В лечении рака молочной железы используют хирургический метод, лучевую терапию, химиотерапию, гормональную терапию и иммунотерапию. В конце своего выступления хочу сказать, все женщины обязательно нужно показываться гинекологу 1 раз в год, желательно. Если те женщины, которые состоят на учете с гипертонической болезнью у терапевтов, с гипотиреозом, сахарным диабетом, можно даже показываться 2 раза в год. Обязательно маммографическое исследование женщин, а при появлении жалоб со стороны молочных желез, конечно же, незамедлительное посещение врача, акушера-гинеколога, маммолога, онколога. У нас прием онколога в нашей больнице ведется.